На ТНВ «Время новостей Татарстана», в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте, и вот о чем расскажем в этой программе. Решали глобальные вопросы, подписали десятки соглашений. Сегодня был одобрен план мероприятий, по которым мы будем работать в ближайшие 3 года. Какие решения приняли главы правительств стран СНГ, знает Адель Каламиц. Обрели новые крылья. Мы восстановим полностью кабину пилота. Легендарный Ту-144 станет музеем. Об этом Александра Севастьянова. Родной язык правосудия. Добрый день. Почему в Конституционном суде говорят на татарском языке, узнал Рамиль Шайдуллин. День российского предпринимателя. Предприниматель – это тот, кто умеет зарабатывать. О бизнесе, который обречен на успех. Альбина Сагараева. Ассоциация технопарков СНГ, коммерциализация инноваций, совместное использование уникального экспериментального комплекса, который еще только создается в Казахстане. Это лишь малая часть договоренностей и задач, которые поставили перед собой главы правительств стран СНГ сегодня на заседании. Оно прошло в Казани под председательством России, провел его Дмитрий Медведев. О чем еще договорились и какие соглашения подписали? О содружественных решениях Адель Каламиц. Премьер приветствует участников на чистом татарском, а Рустам Минниханов отмечает отличное произношение в Казанской ратуше. Сегодня премьер-министры стран СНГ: Беларусь, Киргизия, Азербайджан, Таджикистан. Без камер и журналистов, что называется, в узком кругу, начали заседание Совета глав правительств Содружества независимых государств. И только через час участники собрались в расширенном составе и пригласили прессу. Добро пожаловать в Казань, город, который действительно славится своим радушием и гостеприимством. Надеюсь, что присутствующие уже успели это почувствовать. Это первый съезд в этом году. Председательство в Содружестве перешло к России. На повестке дня более 10 вопросов: укрепление экономических основ, а именно снятие торговых барьеров, борьба с терроризмом, преступностью, контрафактом. Особое внимание в ближайшем будущем нужно уделить и социальным вопросам, отмечает премьер. Конечно, жизнь нашего сотрудничества не ограничивается экономикой, поэтому одной из главных задач нашего председательства мы считаем расширение связей в области образования, культуры, информации, туризма, спорта, научные и грантовые программы, стажировки, молодежные культурные обмены. Это далеко не полный перечень мероприятий, которые запланированы на текущий год. В ходе заседания были подписаны десятки соглашений в сфере экономики, атомной энергетики и совместных инновационных проектов. Более подробно об этом Дмитрий Медведев рассказал уже на пресс-конференции с журналистами. Сегодня мы вышли на конкретные результаты, вполне такие осязаемые: инновационное сотрудничество, борьбу с контрафактом, защиту интеллектуальной собственности. Обсудили мы вопросы безопасности на транспорте, вопросы, связанные с безопасностью в атомной энергетике, подготовку научно-технических кадров. В приоритете сотрудничества в научной сфере. Есть план на ближайшие 3 года. Будет создана Ассоциация технопарков СНГ. Также страны теперь совместно могут использовать уникальный экспериментальный комплекс на базе Национального ядерного центра в Казахстане. Результаты исследований помогут при модернизации промышленных реакторов и разработке перспективных установок. В сфере инноваций защита прав интеллектуальной собственности и противодействие контрафакту в цифровой среде. Не могу не отметить, конечно, гостеприимство Татарстана и всех структур, ответственных за подготовку этого заседания. Мы везде встречали гостеприимство, все двери для нас были открыты. И я думаю, что вот эта наша совместная работа, она как раз способствовала тому, что сегодняшнее заседание Совета глав правительств прошло четко, организованно. В ноябре этого года главы правительств соберутся вновь, но уже в другом городе. Несомненно, одно: Казань оставит у них только самые теплые впечатления. Адель Каламиц, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань. И следом в Казанской ратуше с участием Дмитрия Медведева прошло заседание Евразийского межправительственного совета. Главы правительств пятерки стран-участниц обсуждали очередные вехи интеграции усилий. Обо всех решениях континентального значения на земле Татарстана Дмитрий Аринин.
Евразийский экономический союз – это международное объединение России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении. Такой альянс появился в 2015 году, придя на смену таможенному союзу. Главная цель такого объединения – повышение конкурентоспособности стран-участниц на мировом рынке. Инструментами служат согласованная политика в ключевых отраслях, а также свободное перемещение капитала, товаров и рабочей силы. Как заставить эти положения работать лучше, и обсуждали в Казани. Так на первый план вышел вопрос, как во внешнеэкономической деятельности шире распахнуть принцип единого окна. Все мы заинтересованы в том, чтобы создать нашим предпринимателям максимально комфортные условия для работы на едином рынке Союза. Таким образом выстроить административные процедуры, так вот, чтобы они не давили на бизнес, чтобы они помогали нашим компаниям успешно конкурировать с коллегами из третьих стран. Поэтому необходимо как можно быстрее завершить формирование одного окна, так называемого, которое будет заниматься внешнеторговыми операциями. Также участники встречи договорились больше проводить совместных научных и опытно-конструкторских исследований. Мощнейшие стимулы для развития инноваций создает развитая конкурентная среда, поэтому я считаю действительно важным, чтобы меры, которые мы принимаем для поддержки конкурентных начал на наших национальных рынках, дополнялись наднациональными механизмами. Еще был заслушан доклад, как работают ранее запущенные проекты. По итогам же заседания был утвержден план совместной работы. Хочу отметить высокий уровень организации и благоприятную обстановку, созданную российской стороной. Мы детально обсудили вопросы развития цифрового пространства. Это будет способствовать переходу наших стран на новый уровень экономического, технологического и социального развития. Ставится задача о необходимости формирования общих рынков, финансового общего рынка нефти и газа, общего рынка электроэнергии, более быстрые сроки. Отметим, что во всех встречах принимал участие президент нашей республики Рустам Минниханов. Надо думать, что Татарстан, как регион-лидер, подключится к воплощению международных договоренностей. Дмитрий Оригин, Андерсен Тальцев, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Наклон башни Суюмбикей, красоты Казанского Кремля, оценил сегодня премьер-министр России. Особенно его заинтересовал градус наклона башни. Какой он? Дмитрий Медведев поинтересовался у Рустама Минниханова. Президент сходу ответил: больше 1,80 м, и добавил: основу укрепили, простоит еще долго. На такой позитивной ноте Дмитрий Медведев и гости Казани распрощались. Протокол по итогам казанской встречи сегодня подписали президент Рустам Минниханов и премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков. Напомним, накануне они обсудили в Казанском Кремле расширение торгово-экономических связей Татарстана и Беларуси, развитие сотрудничества в сфере машиностроения и высоких технологий, нефтехимии и медицины. КАИ обрел новые крылья. Сегодня на постамент в кампусе вуза установили легендарный Ту-144. Это исторический момент для института. Раньше он находился на территории 6-го здания института по улице Дементьева. Перевозили самолет частями, и на это ушло больше полугода. Какие планы строят вновь построенную летающую машину, узнала Александра Севастьянова. 26 мая 2017 года. Дата наверняка войдет в новейшую историю КАИ. Герой этого дня Ту-144. 5 часов ушло только на установку крылатой легенды. Легендарный Ту-144. Его еще называют вершиной инженерной мысли 20 века. В свое время модель вобрала в себя лучшие инновационные идеи и разработки мирового уровня. С самого утра на площадке работали с десяток профессиональных монтажников. Но это лишь вершина айсберга. Подготовка заняла годы. Сложность была в транспортировке. Стоял выбор: по земле или по небу. Вторая идея была его поднять в воздух вертолетами и переместить. Но когда начали считать, поняли, что для этого нужно 2 вертолета грузовых. Ну и провозить такой груз 2 вертолетами на территории густонаселенного города — это просто небезопасно. Последний полет Ту-144 так и не состоялся. Предпочли земной путь. Причем перевозили частями. Целиком с такими габаритами самолет просто не вписался бы в городские дороги. На транспортировку ушло полгода. И вот в ночь на 15 апреля до пункта Б доехала последняя часть — Киль. Для студентов это огромная мотивация. Естественно, на таких тяжелых предметах, как сопромат или детали машин, мы можем воочию видеть то, к чему нас готовят преподаватели. Громадину 84 тонны сегодня возводили на постамент с помощью крана такой же весовой категории. Самое главное – не повредить корпус и сохранить целостность самой конструкции. Мы восстановим полностью кабину пилота и
значит, рабочее место штурманов, да. Все это будет очень красиво освещаться. Кабину с ее функционалом оборудуют для занятий студентов. На борту разместится интерактивный музей с обучающими компонентами. В планах открыть музей-мемориал 31 декабря 2018 года. Именно в этот день исполняется 50 лет с момента первого полета Ту-144. Александр Севастьянов, Альмир Залюшев, ТНВ, Казань. Выпускной фабрики, но не звезд, а юных бизнесменов. Сегодня день российского предпринимательства. И с каждым годом этот праздник все масштабнее и значимее. И отмечают его, подводя итоги, подсчитывая прибыль и суммы инвестиций. О большом пути малого бизнеса Альбина Салгараева. Это мыло стоит 30 рублей. Цена вопроса им уже понятна. Эти дети не только первоклашки в буквальном смысле слова, они первый детский выпуск фабрики предпринимательства. И нет сомнений, их проекты окупятся скоро. Рынки сбыта уже определены. Мы продаем на фабрике предпринимательства, мы продаем на ярмарках разных. На выставке «Лучшие работы» выпускников 7-го потока фабрикантов-предпринимателей. Не просто проекты, а действующий бизнес. Главное, чему учат на фабрике, не думать, а делать. Не все идеи сначала были актуальны или, предположим, нет у них спроса. Но фабрика предпринимательства помогает этой идее внедриться в жизнь или немножко переобразовать. 7-й выпуск за 4 года. 850 человек запустили бизнес с наставниками. К проекту подключились 150 партнеров. Научиться предпринимательству – это то же самое, что научиться кататься на велосипеде. У тебя, может быть, велосипед устареет, но ты сядешь на новый и ты поедешь. Поэтому, да, действительно, у нас в практике есть, что ребята меняют сферу бизнеса, но все, кто у нас выпускается с действующим бизнесом, они дальше продолжают свою предпринимательскую деятельность. Фабрика предпринимательства – это один из проектов, который помогает развитию малого и среднего бизнеса. Аналогов в других регионах нет. Но одних проектов мало. Нужно заниматься подготовкой кадров и интеграцией малых предприятий в производственные гиганты и повышать финансовую грамотность. Наш упор будет сделан на подготовку предпринимателей в области технологий. То есть технологическое предпринимательство, которое может быть поставщиком для крупного бизнеса, КАМАЗа, таких предприятий-инвесторов, как Ford, Хайер. Вот наша задача, чтобы мы малый бизнес выращивали именно в этих отраслях. Сегодня доля малого и среднего бизнеса в республике 15%, но оборот растет. Поддержку оказывают и республиканские программы. Создается инфраструктура, но последний ход всегда за предпринимателями. Альбина Салгараева, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Прецедентный случай. В Конституционном суде республики сегодня провели слушание на татарском языке. Во второй раз за 17 лет. Чему располагала специфика вопроса? Один документ только на одном государственном языке мог нарушить конституционные права. Это мнение заявителя. А мнение суда узнал Рамиль Шайдуллин. Посередине помещения канализационной трубы. Старшая по 19-му дому на улице Фрунзе Гульфиза Галимзянова говорит с депутатом о самом наболевшем. Год назад в доме прошел капремонт, но никто о работах не отчитался перед жильцами. Как сделано, так сделано. Эти трубы закрыли таким неэстетичном фоне, это вообще некрасиво. Жильцы просили акта приемки выполненных работ, иначе как было оценить ремонт? Но оказалось, что акт подписали другие, уполномоченные на это люди, и это не запрещено законом. Оказалось, что делать капремонт можно и без собственников. Об этом говорит постановление Кабинета министров, в котором все по полочкам, но не совсем понятно, что если не все читают на русском. По мнению заявителя, такой документ только на одном языке идет вразрез с Конституцией. Мы живем в Республике Татарстан, должно быть равноправно и русский, и татарском языке выпускаться, я считаю. Добрый день, Были ли трудности понимания, выясняют уже на суде. Второй раз за 17 лет он идет на татарском. Эксперты считают, нарушений нет. Вот же на сайте татароязычный документ. Данное постановление на государственном языке Республики Татарстан на татарском языке размещено 21 ноября 2016 года. Этот вариант появился ближе к зиме, а русские летом, когда шел ремонт. С языковым вакуумом вразрез Конституции суд разберется в ближайшее время. Обычно в течение месяца мы должны подготовить и выйти на оглашение. Одни строили, другие принимали, третьи писали, а четвертые не поняли. Практически как с Вавилонской башней, только в казанских реалиях. Рамиль Шайдуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Создателей групп смерти отправят за решетку. Госдума России приняла в третьем чтении закон о введении уголовной ответственности за создание в социальных сетях сообществ, где детей и подростков склоняет к самоубийству. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 6 лет. Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее.
«Умники и умницы» в Казани. Смею предположить, что этот материал был мамонтовой кости. Умница! О региональном этапе телевизионной олимпиады Салават Мухаммадуллин. Когда в глазах двоится. Эти же умеют играть между собой. Как близнецов собирают на фестиваль в нашем репортаже. Рустам Минниханов вошел в новый состав Президиума Госсовета России. Сегодня его утвердил Владимир Путин. Напомним, что президент Татарстана и до этого входил в состав Госсовета в начале мая. Он принял участие в его очередном заседании. Агонисты и теоретики говорят о Болгаре и Свияжске, а их судьбу решает Ареопаг. В Казани прошел региональный этап телевизионной олимпиады «Умники и умницы». За возможность попасть в МГИМО боролись 32 школьника. Кто оказался самым умным, знает Салават Мухаммадуллин. Смею предположить, что этот материал был мамонтовой кости. Умница! Умом Россию не понять – это не про них. Прежде чем стать агонистами и теоретиками, они прошли отбор из более 200 школьников. И вот перед ними разноцветные дорожки. Зеленая, желтая и красные дорожки, традиционные для игры «Умники и умницы». На первой участник во время вопросов имеет право на 2 ошибки, но путь к победе здесь самый длинный. На желтой можно дать 1 неправильный ответ. Это самая любимая дорожка участников. Ну и красная – самый короткий путь к победе, но ошибаться здесь нельзя. И этот выбор – один из ключевых ходов к победе. Тема игры – история Свияжска и Болгара. Однако одних знаний недостаточно, говорит автор «Умников и умниц» Юрий Вяземский. Удача. Потому что вот одному может достаться такой вопрос. То есть тебе может достаться вопрос, который ты совершенно не знаешь, а может достаться, который ты хорошо знаешь. Но на этой удаче долго не проскачешь. В финале татарстанского этапа Олимпиады встретились 9 агонистов. За их спинами ждали своего шанса 22 теоретика. У всех одна задача – победа и главный приз – поступление в МГИМО. При этом триумфаторы финалов смогут остаться и в республике. Этот потенциал может быть использован по такой же, может быть, схеме нашим федеральным университетом. Сегодня Ареопаг определил 3 умников и умниц. Впереди их ждет московский этап. Салават Мухаммадуллин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. На нем, говорят, 1,5 миллиарда. Казань сегодня впервые принимает всероссийский конкурс китайского языка. Москва, Петербург, Иркутск, Владивосток. Помериться знаниями приехали студенты со всей страны. Среди них и команда КФУ. 5 лучших отправятся на финал в Китай. Подробности в 21:30. В лесах Татарстана появятся пятнистые олени и моралы. Сегодня в Шамбутский заказник в Рыбной Слободе выпустили 11 животных. Событие историческое. Благородный олень когда-то обитал в наших условиях, но 200 лет назад исчез. Как будут восстанавливать популяцию, узнал Марсель Аскаров. 3,5 года тому назад мы привезли пятнистых оленей и моралов из Алтая, 4500 километров от нас. И потом сделали вольеры. И у нас свой приплод получился, 52 головы, сейчас 100 голов их. Альберт Рафаэльевич Камалеев этими делами занимается. Вот они выросли, рожденные у себя уже выросли, их можно выпускать. Выпуск алтайских моралов и пятнистых оленей на волю – событие историческое. Несмотря на дождь и размытые дороги, в затерянную в лесах деревню Степановка приехали многие. Некоторые видят живого оленя в первый раз. Видели до этого оленей вообще в лесах? Олени до этого не были, но лоси у нас были много. Лоси, кабаны. Оленей не было? Оленей не было. Вот они, первые смельчаки, устремляются в лес. Всего же в первый выпуск попали 7 моралов и 4 пятнистых оленя. Некоторые особи беременны и скоро принесут приплод. Лоси зажились, живут нормально. А эти моралы тоже самые, как лоси, у них и характер, все по характеру, они все так же сходятся. Я думаю, они через пару лет соживут. Вернуть в наши леса оленей — идея Рустама Минниханова. По его инициативе в 2013 году в республике доставили первых моралов из Алтайского края. За 3 года их поголовье выросло до 100 особей. Идея оказалась заразительной. После Камско-Устинского и Мамадышского района Рыбнослободский район — третий, где в лесах можно будет встретить дикого оленя. Марсель Аскаров, Игорь Романов, ТНВ, Рыбнослободский район. Если в это воскресенье в Набережных Челнах у вас будет двоиться в глазах, не пугайтесь, это парад близнецов. Двойное счастье и двойная радость. В объективе ТНВ большая семья. В Татарстане есть семьи, где рождались даже несколько пар близнецов. В Автограде решили собрать всех близняшек и выяснить, как справляются родители с таким двойным счастьем.
Порой на фотографиях девушек не узнают не только близкие. Близняшки сами не могут отличить себя друг от друга. Катя и Таня всегда вместе. Учатся по одной специальности, имеют общих друзей. В этом году решили принять участие в параде близнецов. У нас всегда есть связь очень хорошая. Иногда мы можем даже мысли прочитать. А вот еще одни участники парада, Никита и Илья, родились в один день. Только Никита больше похож на папу, а Илья копия мамы. Как она сама говорит, мальчишки очень шустрые. То, что, допустим, если ребенок один, он всегда мама мешает что-то делать. Эти же умеют играть между собой. В Челнах фестиваль двойняшек проходит второй год подряд. В прошлый раз собрали лишь несколько пар, а в этом заявок уже больше – 130. Самым маленьким участникам едва исполнилось 2 месяца. Мы приготовили для участников и гостей города много сюрпризов, которые я пока раскрывать не буду. А кульминация праздника станет шествие близнецов и двойняшек по парку Победы до Аллеи Славы. С шариками, с флажками, с хорошим настроением, с улыбками, которые будут радовать всех окружающих. Принять участие в параде, а также посмотреть на шествие близнецов может любой желающий. На праздник всех ждут 28 мая в парке Победы. Адель Коломиц, Лисан Мустафина, ТНВ, Набережные Челны. Ну а я напомню, в объективе нашего телеканала «Большая семья». И если у вас есть чем поделиться, звоните нам по телефону 570 50 17. Далее прогноз погоды, следующий выпуск новостей в 21:30. До встречи. Магистральные нефтепроводы – это объекты повышенной опасности. Повреждение их угрожает безопасности людей, может привести к пожарам, экологическим бедствиям. Чтобы никто не повредил нефтепровод, устанавливают охранные зоны по 25 метров в обе стороны от трубы. Есть зоны минимально допустимых расстояний. Для большинства трубопроводов это 125 метров. Ближе ничего строить нельзя. Вдоль трасс нефтепроводов, даже если они пересекают частные земли, стоят предупредительные знаки. На них характеристики трубопровода, размеры охранной зоны. По действующим правилам охраны магистральных нефтепроводов, в охранной зоне нефтепроводов запрещено строить дома, дачи, разводить огни, устраивать автостоянки, высаживать деревья, размещать огороды, проводить земляные работы. Это опасно. Только до конца мая. Лада Веста с выгодой до 30 тысяч. Лада Гранта до 60 тысяч. И X-Ray до 80 тысяч. Подробности на сайте parus.lada.ru. Автоцентр «Парус». А почему 5 Б не идет в поход? Ребята, вы умеете оказывать первую помощь? Нет. Все. В поход идут только старшие классы. 5 Б пойдет в поход. Yes. А где ты этому научилась? Мама научила. А это меня папа научил. Воспитайте у ребенка любовь к труду. Министерство труда Республики Татарстан. Эх, если ты пошел сегодня на рыбалку или в лес, или если на охоте ты в болото вдруг залез, или если в огороде до вечерней до поры, ты возьми с собой лютоню, не укусят комары. Весь май в Мебельграде распродажа. Скидки на 100% мебели. Памятники. Скидка пенсионерам 30%. DanilaMaster.ru. Все пропало, сок, творожки закончились. Нужно быстро все купить? Выбираю 5. Чай Липтон. Черный. 100 пакетиков. 199 рублей. Хорошо, когда нужное рядом. 5 выручает. Паркавто, дилерский центр европейского стандарта, приглашает вас за новыми автомобилями «Лада». В мае «Лада Веста» с выгодой до 30 тысяч рублей. «Лада X-Ray» с выгодой до 80 тысяч рублей. Паркавто. Телефон 235 35 35. Волга-радиусы. Мы первые в Татарстане. Добрый
Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ. В студии Алмаз Гафиятов. Национальная сборная России начала подготовку к Кубку Конфедерации. Контрольные матчи пройдут в Будапеште 5 июня и в Москве против сборной Чили. Первая тренировка прошла на подмосковной арене «Химки». В ней приняли участие вызванные в сборную футболисты «Рубина» Руслан Камболов и Максим Канунников. Сегодня утром команда вылетела в Австрию, где примет участие на тренировочном сборе, который продлится до 3 июня. 24 мая к тренировкам в составе молодежной сборной приступили Рифат Джамалединов и Ильзат Ахметов. В ходе сбора россияне сыграют 2 контрольных матча. 27 мая с Узбекистаном и 31 мая с Беларусью на стадионе «Октябрь» в Москве. Тем временем татарстанцы стали вторыми на Кубке России по тэквондо. Соревнования завершились в городе Ульяновск. В турнире приняли участие около 300 участников из 42 регионов страны. В составе Республики Татарстан чемпионами стали сразу 3 представителя. Сергей Кирсанов в весовой категории до 58 килограммов и Рафаэль Камалов в весе до 87 килограммов. У девушек первое место завоевала Диана Макиевская. Все победители идут на заметку тренерам сборной и имеют возможность поехать на чемпионат мира в Южной Корее, где им уже предстоит выступить в составе сборной команды России. Новые правила постоянно совершенствуются. Сейчас проходит новый олимпийский цикл. Все спортсмены, правила постоянно тэквондо совершенствуются. И приходят к тому, чтобы поединки были более зрелищные, более интересные. В Альметьевске подвели итоги сезона среди воспитанников детско-юношеской хоккейной школы. Ребята пообщались со своими кумирами из профессиональных команд, участвовали в конкурсах и викторинах. В рамках встречи также обсудили перспективы деятельности недавно созданной хоккейной академии республики. В этом сезоне юноши 12-13 лет стали победителями первенства России в Поволжском регионе. Среди соперников было 46 хоккейных школ, в том числе представители клубов НХЛ – Казани, Нижнекамска, Тольятти, Нижнего Новгорода. От спонсоров ребята получили путевки на международные турниры. А 4 специалистам из тренерского состава вручили ключи от новых квартир. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды. Пасмурный циклон принесет осадки и значительное понижение температур. Подробнее после полезной информации. Вы собрались заказать шкаф-купе, но не знаете где? Закажите в компании «Данил Мастер». Работают быстро и качественно. Сделайте заказ сейчас и получите бонус «Комод» в подарок. Доставка и установка бесплатные. «Данил Мастер», город Казань, Восстание 23, телефон 2 167 166. А теперь о погоде. По прогнозу Яндекс.Погоды завтра на юго-востоке пройдут дожди. Ночные температуры плюс 12, днем около 22 градусов выше нуля. На северо-востоке переменная облачность, ожидаются осадки. Ночные температуры плюс 12, днем 21 градус. На севере Татарстана, Менделеевске, Актаныше, Агрызе облачная погода с прояснениями, местами дождь. Ночью 12-14 градусов тепла, днем плюс 21. Местами дожди пройдут и на северо-западе Татарстана. Ночью плюс 12, днем 20 градусов тепла. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске, Дрожжаном ночью без осадков плюс 12. Днем синоптики обещают дождь и 20 градусов выше нуля. В центральных районах республики будет пасмурно, днем местами возможен дождь. Ночью плюс 12, днем 22 градуса тепла. В последующие дни температура значительно понизится, не обойдется без осадков. Спонсор показа компании «Русан Плюс», официальный дилер завода «Альта Профиль» по Татарстану, предлагает сайдинг, фасадные панели, водостоки, дренажную систему ПВХ и приглашает в новый магазин в Казани на Журналистов 101, филиалы на Родина 8А, а также в Лаишево и Набережных Челнах. Сайдинг, цокольные панели, водостоки и многое другое от российского производителя. «Альта Профиль» – безупречный стиль вашего дома. ЖК «Приволжский» – это кирпичные дома с индивидуальным отоплением от 45 тысяч рублей за квадратный метр с чистовой отделкой. ЖК «Приволжский» – качество по разумной цене. Телефон 561 08 81. ЖК «Приволжский» – это кирпичные дома в чистовой отделке с индивидуальным отоплением в 12 километрах от центра. Цена от 45 тысяч рублей за квадратный метр. ЖК «Приволжский» – чистый воздух и прекрасный вид на Волгу.
О погоде в Казани. Предстоящей ночью без осадков плюс 12-14. Днем возможен дождь 19 градусов выше нуля. Ветер юго-западный порывистый 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы и завтра составит 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 72%. Ожидается слабая магнитная буря. Берегите себя. Это вся информация к данной минуте. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания. Сайдинг, цокольные панели, водостоки и многое другое от российского производителя. Альта Профиль. Безупречный стиль вашего дома.